Всем привет, и друзья! Видите, у нас сегодня пасмурно. Небо такое пасмурное, но было даже очень солнечно. Почему-то собрались тучи, и в воздухе пахнет дождем. В воздухе реально пахнет дождем. Маша, смотрите, как уже бывалый, так сказать, косильщик выносит триммер. У нас там немножко надо осталось скосить участок, который не посадили картошкой. Вот это надо скосить на зиму. Вчера уже буквально Маша около дома здесь скосила. Все равно под осень надо, чтобы убрать, чтобы весной сухой травы было, почти не было. Заправляет триммер. Сейчас опять напишут, мужик болтает за камерой, что за мужики пошли. Да, Маша? Она наливает, да даже... Привет. Налила бензин. Умка там. Если получится, у меня, конечно, поедем сейчас с сумкой на прогулку. Главное, как получится. Потому что у меня план-то есть, но погода, смотрите. Так. Маша заводит аппарат. О! Все, шумно теперь, друзья. Маша идет косить траву. Очень шумно. Тут невозможно снимать потом. Немножко полетали, друзья. Ну что у нас? Огород убран, остались там небольшие. Это Айда прибежала. Я хочу к речке прогуляться. Сейчас еще умку выпустим. И... Но не надо было ошейника.
Ошейник, конечно. Ай, блин, ты чё? Ошейник на свете. Ну, пускай с ошейником. Хотя небезопасно это с ошейником. Съездим до речки, прогуляемся по своему маршруту там, на большом поле и все такое. Квадрокоптер, конечно, уже туда не возьму, потому что сегодня очень сильный ветер. Вот. Сейчас поедем. Дорогу тоже уже не буду снимать, а просто там уже, если что, включусь. Если включусь. Вот. Ну, калитку мне открой. Маша пускай занимается своими делами. Маша, я поехал. Вот. А ты дальше косить и сгребать, да? Ну, хорошо. Ну что, приехали мы на речку. Приехали мы с Айдой. Знаете, Умка что-то опять не то, нехорошо себя чувствует, ну, не слышит команду. Мы ее выпустили, она не понимает, не слышит команду, ну, вообще не понимает ничего, просто вот, как будто какая-то шальная. Или приступ был ночью, или предприступный такой момент. Ну, мы вот с Айдой поехали, она прям вот, ну, не понимает, и осталась она во дворе. Надеюсь, Маша обратно ее вольер потом загонит. Вот. Ну, а я на речке, и что тут у нас нового? Ну, потихоньку, друзья, меняется цвет природы. Листья такой приобретает характерный осенний желтый окрас. Речка вот высохла, по речке вот плывет лодка, да, и вообще прям очень мелкая, на моторке ехать невозможно. Не знаю, это местные, не местные, конечно. Лодка. Не знаю, что делают. Интересно так. Кого-то ищут, что ли? Чай пьют. Видите, как речка высохла. Вообще речка высохла, прям вот на лодку даже невозможно, видите? Даже по колено нету в местах. Вот так высохла у нас речка. Такая речка Нившира стала. Видите? Вообще. Речка высохла до того момента, что прям даже до колен нету воды. Вот это действительно очень-очень плохо. Рыба, когда речка, ну вот этот участок, где вот в длину Нивширы и села, да, вот этот участок всегда он очень мелкий. А в это лето и в эту осень без дождей, еще лето без дождей, осень такая тоже суховатая. И получается, что все высохло, вода по щиколотку в некоторых местах. На моторке вообще ехать невозможно, даже приходится просто лодку тащить. Вот как делают сейчас мужики. Айда здесь бегает со мной рядом, то в речку спустится, там в воде побегает, пошлепает. Вот. Очень сильный ветер, я не знаю, как звук у нас, у меня пишет, конечно, страшно, прям ветер такой поднялся. Квадрокоптер, друзья, я не взял. Квадрокоптер не взял, потому как во дворе полетал очень сильный ветер и даже столкнулся с верандой, и пропеллер немножко поранил. Ну как немножко, поменял два пропеллера. С правой стороны датчиков нету, и он стукнулся правой стороной, и вот эти пропеллера, они полетели. Как сказать, сломались. И сюда на речку уже потом этот квадрокоптер не взял. Потому что, ну, пускай будет хороший день, вот тогда возьмем и полетаем немножко. Но, друзья, я, к сожалению, ничего здесь показать не смогу. Ну, все уже, у меня маршрут как бы для прогулок всегда один и тот же.
это связано с моей, ну, как бы, с безопасностью, потому что я этот уже маршрут знаю, все ямки, все кочки, что может так, ничего, ну, чтобы ничего такого серьезного приключиться не может на этом маршруте. У меня речка, поле, вот это и собаки. Заодно я собаку выгуливаю, сам выгуливаюсь, вернее. Собака меня выгуливает, я ее. Айдочка такая очень, такая шустренькая собака, ни на секунду меня не оставляет вообще. Вот. Ну, а на огороде что у нас? На огороде картошку основную, ну, картошку основной урожай это убрали, все. Осталась морковка, она мелкая. Маша говорит, что ну не буду я выкапывать пока, потому что сажали 2 раза. Один раз не вышла эта морковка, семена просто попались очень, ну, плохие семена попались, они не вышли. Потом 2-й раз уже посадили очень поздно, и Маша говорит, такая мелкая, говорит, морковка, пускай растет до морозов. Вот. Осталась еще свекла там, чеснок еще будет подмораживать, посадим. Вот, свекла осталась, капуста немножко осталась. Кукурузу еще не пробовали, но она еще не созретая вообще. Вот, вот такая у меня, так сказать, небольшой влог. Такая прогулка, и участок, прогулка, речка. На речке красота, вообще шикарно. Пускай даже тучи, пускай даже солнышко нет-нет, да выглядывает просто, но все равно. Свежий воздух, красота, речка, это все для меня родное. Это родина моя, как говорится. Айда там гуляет собачка. Все прекрасно. Все прекрасно. Вот. Ну а я дальше, друзья, прогуливаться. Потом уже включусь возле дома снова. Что там Маша делает, поснимаю еще. Вот. Не доехал я никуда, друзья. Смотрите, я наткнулся на масленичную поляну такая. Везде масленники. Прям их очень-очень много. Везде. Вон. Прям вон. Я не знаю, червивые или нет. Они обычно быстро червивыми становятся. Но их очень много. Прям вот туча. Прям вот очень-очень много. Надо посмотреть. И если что, потом собрать. Только не знаю куда. Их очень-очень много. Вот это да. Хоть лопатой собирай. Буквально бы пару дней назад бы приехал, они бы очень крохотулечки такие были. Сейчас их очень много, но скорее всего, наверное, много будет червивых. Но все равно сейчас посмотрим, какие там они. Короче, друзья, позвонил Маше. Может быть, на жареху соберем. Потому что мелких много, может они даже и не червивые. Сейчас подождем Машу. Вышли на дорогу, чтобы она заметила нас. Едет. Ну, не знаю, правда, какие там грибы будут. Конечно, много может быть. Айда! Ну-ка, лок-то тебе! Лок! Ну-ка, бугам! Вот она слушается. Лок. Лок-то тебе! Она видит машину и хочет туда. Ну-ка! Айда! Почему не слушаешься, а? Мыля-то кызыш. Ну-ка, лок! Айда! Тебе донтед? Aslanın машина ya bu. Mıladım ulan uçgeçen yüz машина раз. Маша едет. Приехала грибница. Собирательница грибов. Да? Ай. Тоже в машину хочет, как Умка.
Зря, наверное, Маша, я тебя позвал. Гнилые, наверное, все червивые. И это сумасшедшая. Да, это радость. От радости, что Машу... Как из коня мы ведра локты? С ведром? Да. Пакетик надо было взять. Ладно, пошли. Ну, пошли, туда съездим же, а сейчас здесь посмотрим. Уйди. Лох это тебе. Тане. Лох. Сейчас посмотрим. Иди сюда. Да там уже старые, вон свежие. Ну-ка, что там? Ентупками. Что там здесь? Вот маленькие маслята, их очень много. Червивые, да? Но мелких много. Да не дает снимать это Айде. Как только Маша пришла, перестала слушаться. Есть немножко? На жареху, наверное, соберем все равно, да? Да. Да там еще много. Сейчас сходим туда. Собираем, друзья. Ну-ка, Маша, покажи. Мне интересно уже. На жареху-то уже точно есть. Да, вон маслята такие мелкие. Чисто мелкие собираем, крупные все червивые. Я курчисный лапа выращим. Все, это на жареху у нас сегодня уже картошка будет. Айду какой-то пес прибежал. И прям укусил, и лапа кровит аж. Прокусили лапу. Такая, тоже, наверное, это самая девочка, собачка такая пробежала. Гончая порода. Крупная. Вон там, смотрите, Маша. Вон я вижу очень хорошие экземпляры. Посмотри, пожалуйста, вон те грибы. Маша, во, смотрите. Ножки потому, что у них беленькие. Там видно. Пойдет. Ну. На жареху сегодня соберем. Уже собрали на жареху, уже есть. Маслята это самые ароматные. Ты, Маша, любишь масленики ведь, да? Я тоже. Из грибов вот маслята люблю, очень обожаю прям. И моховик еще. Белые, хотя и они благородные грибы, но они какие-то все равно безвкусные. Для вкуса всегда надо добавить масленника. Вышли мы обратно на дорогу уже. Вообще много червивых. Вот на жареху собрали там 7-литровое ведро, 1/4 часть, да? Ну, вот такой. Но угостимся все равно давать. Жареха хорошая, или суп там, или жареха, все равно. Маслята это вкусно, да. Ты Айди заберешь, у него нога все прокушенная, все кровит. Видите? Кровит. Ну, понемножку пойдем. Тогда не быстренько доберемся до дому. Там большая собака здоровая попалась, и что-то не поделили, и прокусила ногу. Ничего, заживет. Ладно, Маша, езжай, а мы догоним тебя. Развернуться ты можешь? Где ты развернешься? Маш? Татенон тыр. Истиколоветлинтен. Дили истиколобуринчилны. Гулят. Ладно, давай. Встретимся дома. Все, дома, друзья. Маша-то раньше добралась. Сейчас Айду на привязь. Умка там нервничает, но пускай, она сама виновата. Она, это самое, легко далась в вольер-то загнать. Не убежала? А, домой сначала. Ну, пускай вот теперь капризничает. Не пошла с нами гулять. Сама виновата. Ну все. А теперь, друзья, я домой тоже. Грибы и все такое. Пообедаем. Маша, наверное, сейчас обедать будет, потом уже сгребать, да? Да. Основное сгребать. Я тоже домой заезжать буду. Мы уже дома, друзья. Сейчас зашли уже. Вон, Маша еще дополнительно чистит грибы. Смотрите, какие они. Маслята такие красивенькие. Но
Я как не уговаривал Машу, чтобы она пленочку оставила, а просто промыли. Маша говорит, ни за что на свете. Ни за что на свете. Говорит, надо пленочку чистить и все. Говорит, это неприятно будет кушать. Ну, раньше всегда так. Но мне один товарищ подсказал, что отмоешь эти грибы, и никакой пленочки, говорит, снимать не надо. Маша вам снимает пленочку. Бывает тяжело, прилипшие. Жареха картошки будем жарить или суп? Наверное, этот будем делать. Картошку тушеную с грибами, да ведь? Как обычно делаем. Не жарим, она мягонькая, как бы тушеная получается. Не очень... Получается так. Очень густой суп и жидкая жареха, да? Ну, что-то в середине. Но это очень вкусно. Со сметаной. Это... Посмотрите, какие белые грибы. Грибы-то маслята. Они как красиво смотрятся в мисочке. Оперативно задействовал Машу сегодня я. Поехал на прогулку, увидел грибы, позвонил, Маша приехала, все. Угощение на вечер отличное. Угу. Грибная, если там уха. Не уха. Грибная уха? Грибная жарка. Грибная жареха, да. Грибная жарка будет. Отлично. Ну что, вот и картошечка у нас готова. Что Маша собрала. Смотрите, масленички какие красивенькие. Сейчас. У нас вот такая жареха. Жаркое, всегда так делаем. Мы не жарим. Кто-то говорит, Маша, что грибы мы прям как корочка жарим. Зажариваем. Для нас это удивительно. Смотрите, сметанки положили. Тут укропчик есть. Зеленый лук, что-то Маша в этот раз не положила, но простой лук там есть. Да. Сливочное масло. Ну, кстати говоря, у нас эта готовка есть в конце видео. Это видео сейчас будет в самом наверху, подсказка будет. Вы можете посмотреть это видео, как мы приготовили эти грибы. Там прямо буквально 2-3 минутки именно чистой готовки. Я показал, как Маша постоянно готовит эту жареную с картошкой. Вот такой ужин. Вот, как говорится, Маша уже оценку поставила снова. Говорит, ческид. Я тоже. Сметана, да, масло, да, конечно. Я, правда, друзья, попозже буду кушать, потому что на ужин у меня гречневая каша. Это как бы мне надо эту гречневую кашу скушать. С желудком проблемы и с грибами только чисто если на обед, потому что это уже будет на обед следующего дня, эти грибы я буду кушать. Вот. А на утро и на завтрак, то есть и на ужин я всегда кушаю кашку, потому что ну что-то у меня совсем уже живот. Очень вкусно. Свежие грибы. Маша так хрумкает. Ну маслята действительно, маслята они такие, они очень вкусные, они ароматные. Согласна? Да. Корысть прямо чистая. Да, это вот маслята, моховики еще, они самые вкусные ароматные грибы. Потому что другие, как бы нам, ну, благородные грибы, конечно же, они никуда свой статус не денут. Вот эти белые грибы, белые боровики, белые луговики, это грибы, конечно. Кстати, вот этот выход маслят первый, белые грибы еще тоже не выходили. А этот маслята потому что почему-то в этом году очень поздно вышли. И вышли их, смотри, сколько их было, да? Да, пораньше, если было бы сходить. 2 дня. 2 дня опоздал я. Полное ведро можно было собрать. Да? Большое ведро. Да, а сейчас, ну, там, наверное, 1/3 или 1/4 ведра это собрали, но жареха получилась исключительно. Еще же это самое, когда съездишь да посмотришь, тогда можно покушать вкусненького, а дома сидя ничего не замечаешь, да? Сходили, побыстренько я позвонил, Маша приехала, собрала грибы, приготовила не надо жареху. было далеко ходить. Да, вообще тут близко, очень близко, где я гуляю, прямо возле дороги даже, ну очень много вышло. Дожди начнутся и, может быть, даже
на той стороне речки у нас бор, белый такой ягель, бор беломошник, как и в прошлом году, может даже Маша еще удастся собрать белые грибы, маховики и вот эти путники, которые мы всегда засаливаем. Вот. Вот такое небольшое видео, спонтанное видео с грибами. Грибы действительно в планах вообще не было, вдруг так получилось, что раз и немножко показали и грибы, и прогулку. Ну, прогулку я не стал снимать. Ну и Маша там целый день занималась, косила, сгребала, потому что на завтра сказали, что будет дождь. Да. А теперь, вот там еще булочка, смотрите. Булочка с черникой и просто булочка. Так, ну ладно. Будем чай потом пить. Чай, да, чай. Заболтался я, друзья. Все, наверное, Маша, будем говорить до свидания. Всем большое спасибо, кто смотрит наши ролики. Всем большое спасибо уже, так можно сказать, даже друзьям канала. Их уже очень много. Вот. Добрых вам рассветов. Встречайте рассветы. Пускай они будут всегда приятные, добрые и вкусные. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.